Каждую пятницу в почтовые и электронные ящики чувашских читателей приходит газета «Сувар». Тираж этой газеты пока небольшой. Что делает редколлегия для увеличения числа подписчиков и чем живет газета сегодня? Спросим у главного редактора издания Константина Малышева. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. На следующий год вашей газете исполняется 25 лет. Вот расскажите о буднях ваших, чем живет газета? Чувашская журналистика, она в Казани уже давно образовалась. Еще в 1906 году профессор Казанского университета Николай Никольский основал первую чувашскую газету здесь, в Казани. Она называлась «Весть», «Хыбар», «Весть» по-русски. И с тех пор наша чувашская журналистика имеет историю. В 1993 году по решению Кабинета министров образовалась газета «Сувар» в Татарстане для татарстанских чувашей, которая освещает общественно-политическую жизнь. В 1993 году вышел сигнальный экземпляр, а уже с 1994 года газета начала массово распространяться среди чувашского населения Татарстана. Вот что вы делаете для того, чтобы количество ваших подписчиков увеличивалось? У нас есть сайт, но все-таки хочется, чтобы газетная версия тоже не исчезала, потому что нашу газету в чувашских населенных пунктах очень любят и ждут. Но мы стараемся, чтобы сохранился тот тираж, который сегодня есть у нас. А вы как-то поддерживаете связь с другими национально-культурными автономиями, которые в регионах располагаются, с чувашскими? Да, конечно. У нас в Чувашии много газет выписывают, в Ульяновской области, Самарской и в Башкортостане, в местах компактного проживания чувашей. И, конечно же, мы участвуем в таких знаковых мероприятиях, которые там проходят. Например, в конце октября в Ульяновске будет 150-летие Симбирской чувашской школы. Это большое событие для всей чувашской общественности России. Почему? Потому что просвещение, образование началось именно 150 лет назад, создание этой учительской школы Иваном Яковлевичем Яковлевым, кстати, уроженцем Татарстана. Я знаю, что вместе с сотрудниками КАИ вы даже разработали специальную клавиатуру с чувашской раскладкой. Да, мы уже это давно, в 2002 году, разработали совместно с Раилем Имамовым в лаборатории КАИ раскладку, позволяющую набирать на чувашском языке слепую. Техника слепой печати там соблюдена в этой клавиатуре, она поэтому удобна, и мы до сих пор ею пользуемся. Для журналистов главное, что быстро донести информацию, напечатать ее. А у вас в штате всего лишь 9 человек. Вот как обстоят дела с кадрами, журналистами, так скажем, пишущими на чувашском языке? Да, у нас, надо сказать, что в 94-м и 95-м годах здесь при Казанском госпедуниверситете были открыты курсы учителей чувашского языка. Совместно, они еще получали образование преподавателей русского языка, литературы и чувашского языка, литературы. Вот я являюсь одним из выпускников этих курсов этого университета, и в основном со мной работают тоже мои одногруппницы, можно сказать. Коллектив достаточно образованный, сплоченный, но молодых кадров пока у нас, к сожалению, нет, и вся надежда на Чувашскую республику, на факультет чувашской журналистики в ЧГУ. Мы надеемся, что в будущем уже сами будем готовить совместно кадры. Это очень актуально для нас. Вместе с политическими событиями, которые освещаются в вашей газете, много места вы посвящаете культурным мероприятиям, культурным программам. Да, наша газета, она со дня создания, она является своеобразным культурным центром для Чувашии, Казани и Татарстана в целом. Мы являемся инициаторами многих мероприятий, таких как съезды писателей, форумы школьников, не говоря уже о разных фестивалях и праздниках для чувашей. Вот буквально 25 октября у нас в Казани пройдет День чувашской культуры, посвященный образованию Симбирской чувашской школы. И мы там проведем в молодежном центре «Ахбар» встречу с земляками, которая проходит очень интересно, с приглашением ансамблей, артистов из Чувашской республики. И
очень душевно мы проводим время, общаемся с земляками на своем языке. И самое главное, в этом есть потребность людей. Очень наши чуваши Казани и окрестности живо интересуются событиями, там же выписывают газету. Вот, ну, в таком вот духе проходят наши мероприятия. Чуваши народ очень трудолюбивый, очень музыкальный, да? Чуваши называют краем 100 тысяч песен. Я думаю, у вас очень душевно, наверное, проходят, да, эти мероприятия, когда вы все вместе собираетесь, поете ваши национальные песни. Да, мне это очень импонирует, и сам, будучи главным редактором, активно в этом участвую, в этом процессе. И что мне еще нравится, то, что молодежь сама старается, чтобы язык сохранился, и культура, она дальше передавалась из поколения в поколение. Буквально в конце сентября у нас в Казани, в Доме дружбы народов, прошел форум чувашской молодежи. Это студенты очень активные, они сами выбрали там председателя себе голосованием. То есть они в этот процесс вовлекаются, помогают старшие, конечно же, у нас аксакалы очень мудрые, советы дают. Ну и мы поддерживаем всячески, чтобы язык наш сохранился, потому что он является основой культуры, основой народа. Да, невероятно благое дело вы делаете. Кстати говоря, у вас интернациональная семья. И как-то в одном из интервью я прочитала, что вы обещали, что ваши дети выучат татарский язык. Они владеют русским и чувашским. Как? Обещание сдержали? Да, татарский язык они, наверное, даже лучше знают в плане обучения, потому что в школе у меня нареканий не было по поводу татарского языка. Но я и сам владею татарским языком, потому что мы выросли в интернациональной деревне. Это Буинский район, село Берганы, где половина чувашей, половина татар. И с детства этот язык на слуху, мы как-то не считаем его чужим языком. Для нас он близок. И такой же агглютинативный язык, как и чувашский. Очень схожих слов много. Поэтому понять чуваша татарину или наоборот очень легко. Ну что ж, спасибо вам за ваше доброе отношение к нам, татарам. Мы благодарим вас за ваш дневной такой утренний визит. Конечно же, желаем процветания в вашей газете. Пусть количество подписчиков увеличивается. И всегда рады видеть вас у нас в гостях. Я, в свою очередь, хочу вам подарить такую книгу. Она называется «Актеры Чувашии». В честь того, что 100 лет назад в Казани образовался Чувашский драматический театр. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всего доброго. До свидания.